Салоны маршрутных такси обклеены напоминаниями о мерах предосторожности в условиях пандемии. Вот только сами водители без медицинских масок. Эти съемки произведены до начала рейда Роспотребнадзора. Но как только инспекторы ведомства появились в поле зрения, водители вдруг осознали всю ответственность и обзавелись средствами индивидуальной защиты. Антиковидные правила, как видно, соблюдаются в знак одолжения сотрудникам надзорного органа. Нашлись и другие нарушения. حاوز أبيليني يا ليز دمي عندي تلك أبيليني شحماش حتى يحكي يه هون أبيليني شو أنا بيد مشتيين أوزي يوليز любом случае без масок не обслуживаем она хочу шанс ага ходу уже ши маск хам حتى يوليز. Отсутствие масок влечет к административной ответственности за нарушение противоэпидемиологических мер. Штраф 15 тысяч. Как показал рейд, санкции работают эффективно. Теперь планируют штрафовать пассажиров, которые не соблюдают меры предосторожности. Сегодня обошлось без протоколов, но до каждого довели всю ответственность за свое и чужое здоровье. Маск хотела бы, бас боколорлу школа хотел масняр хотел замчу вахчу ялазар зангур вахкоре масвальчунгу жуе хант. Новая локация и нарушения здесь очевидны. Кондуктор без маски и перчаток. Поступок смелый, учитывая, что по информации Роспотребнадзора на купюрах вирус может сохраняться сутки. В данном случае кондуктор не щадит в первую очередь себя. Нахик маяхи, да говоришь маски, шатё вашу соблюдать дальше. Ханчун прит пятым штату ежусу. Сразу же маски, перчатки, антисептики обязательно хотел. Сегодняшние реалии таковы, что маршрутного такси больше, чем пассажиров. И все из-за рекордного заболевания населения ковидом. Жители теряют здоровье, а водители остаются без клиентов. При соблюдении мер защиты ситуация была бы иной. Работы нет сейчас, в принципе. Вот один рейс сделали, или вот стоим сейчас, ждем. Потока нет. Все из вируса? Да. Да, лорби, лучше. И это касается не только маршрутных такси. Бить тревогу должны все предприниматели республики. Содействуя работе Роспотребнадзора и соблюдая меры предосторожности, у населения будет шанс приостановить печальную статистику. Если в прошлом году суточная заболеваемость была на уровне 80 человек, что тоже было большим показателем для маленького региона, то сегодня омикрон побил все рекорды своих предшественников. Попадаются люди, которые практически не хотят этого понимать, наших требований. С ними надо будет уже отдельно работать. Конечно же, нам легче привлекать к административной ответственности водителей, владельцев, если мы проводим в торговых точках, да, но сейчас уже надо переходить к гражданам. Другого есть предупреждением, уговорами. Некоторые граждане наши уговоры не понимают. Уже будем на них воздействовать административно. В Роспотребнадзоре заявляют, что такие проверки будут проходить регулярно, пока это единственный способ призвать население к сознательности по отношению к своему здоровью. В будущем инспекторы не ограничатся предупреждениями и перейдут к применению штрафных санкций. Адам Мережков, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.